Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Алексей Колодезников, много лет работавший первым вице-премьером Якутии, перешел на другую работу. Несколько кадровых перестановок сделано в правительстве. В Алекминском районе заканчивает работу республиканская режиссерско-постановочная группа «Эсэха Олонхо». Снимки, достойные мирового признания. Якутянин претендует на победу в самом престижном международном конкурсе фотографов. Следователи проверяют сообщения в соцсетях об отравлении детей парами хлора в столичной сауне. Сообщалось, что после посещения компании взрослых и детей 8 марта сауны в Якутске несколько несовершеннолетних почувствовали недомогание. При этом у 2 детей была зафиксирована рвота, отсутствие аппетита и слабость. Отмечается, что вызванные медицинские работники констатировали отравление парами хлора. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователи установят степень достоверности данной информации. При ее подтверждении будет дана оценка тяжести состояния детей. Кроме того, следователям предстоит выяснить степень качества услуг, предоставляемых заведением, и наличие либо отсутствие угрозы для жизни и здоровья горожан. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Ход проверки взять на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления. В Покровске ветеринары проверяют наличие регистрации и вакцинации от бешенства у домашних животных. Рейды проводят совместно с административной комиссией и мэрией еженедельно. В основном обходят частный жилой сектор. Так, осмотрены 20 дворов, на которых выявили 25 собак. Из них не были зарегистрированы 13 особей, не вакцинированы 12. Владельцам этих собак выдали предписание. До определенного срока они должны зарегистрировать и привить своих питомцев. Сейчас в Хангаласском районе действует санитарный двухмесячник. Это значит, что процедура регистрации и вакцинации для домашних животных абсолютно бесплатны. Их можно пройти в ветеринарном участке Покровска. До конца марта можно прийти на бесплатную вакцинацию, регистрацию животных. Как это происходит? В будние дни с 9 до 5 мы работаем, обед с часу до 2. Хозяин приходит с собакой или с кошкой, регистрируем его. Сейчас делаем чипирование животных. Это обязательно электронная регистрация, делается для учета и выявления домашних животных. Вакцинация против бешенства обязательно. Делается до 5 лет собаки или кошки. В течение этого периода нужно вакцинировать ежегодно. Алексей Колодезников, ранее занимавший должность первого зампреда правительства Якутии, вступил в должность генерального директора компании «Сахатранснефтегаз». Его кандидатуру единогласно поддержал весь совет директоров предприятия. В торжественной обстановке Иван Макаров передал свои полномочия Алексею Колодезникову. Мероприятие прошло под председательством премьер-министра региона Андрея Тарасенко. Как говорят, от сердца отрываем, даем. Потому что такое первый зам в правительстве, когда уходит, тем более с такого блока мощного. И представьте себе, глава республики председателем совета директоров назначает председателя правительства, а генеральным директором первого заместителя правительства. То есть это о многом говорит, что сегодня статус предприятия будет поднят, и задача у него очень огромная. В свою очередь Алексей Колодезников отметил, что глава Якутии поставил перед ним ряд важных задач, которые необходимо решать вместе во благо развития региона. Помимо этого, новоиспеченный руководитель нефтегазовой компании поблагодарил Ивана Макарова и его команду, которые трудились в Сахатранснефтегазе на протяжении 10 лет и показали хорошие результаты. Сегодня, когда глава республики Александр Сергеевич давал напутственные слова, он говорил о том, что нужно усилить работу по газопереработке, увеличить количество вырабатываемого газомоторного топлива. Есть проекты, которые надо реализовать уже в ближайшее время. Это газификация Накына, Нюрбинского, ГОКа, Алроса. Это строительство газопровода Кызылсыр, Мостах, третьей нитки
потому что она недостроена до сих пор. И вопросы технологического присоединения надо решать. Есть очень много заявок, которые нужно реализовывать от населения. Дефицит газа есть по городу Якутску. Благодаря вот решению председателя правительства выделено 47 миллионов рублей на город Якутск. И думаю, что это тоже вот решит часть вопросов, которые нужно решать по городу Якутску. Напомним, на пост исполняющего обязанности первого зампреда правительства назначен Дмитрий Садовников, ранее работавший министром ЖКХ и энергетики республики. В свою очередь, новым министром ЖКХ и энергетики Якутии стал Вячеслав Емельянов, ранее работавший первым замминистра. Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня между Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям республики и Фондом экологической безопасности Дальнего Востока. Стороны планируют вести совместную работу в области охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, обеспечения экологической безопасности населения, развития экологической культуры и поддержки социально ориентированных общественных организаций. Соглашение обозначено именно благоприятной среды, окружающей среды. Там мы будем привлекать наши институты гражданского общества, наши молодежных общественных объединений, ну, в целом молодежь, чтобы наши проекты, которые вот инициированы общественными организациями, вот благодаря этой соглашения были превращены вот в реалии. 18 марта в Якутске начнет работу форум университета и развития геостратегических территорий России. В Москве на площадке якутского постпредства состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке конференции. Одна из ключевых секций форума будет посвящена использованию возобновляемых источников энергии в Арктике. Это перспективное направление, которое поможет быстрее развивать регион, в частности, отказаться от дизельного топлива. Республиканским специалистам есть чем поделиться в этой области. В Якутии уже реализуются и тестируются новаторские проекты. Это ветродизельные установки в Тиксе и солнечные батареи в Батагае. Мы сегодня работаем над проектом атомной станции малой мощности стационарного характера, которая должна быть установлена в устье реки Яны, с тем, чтобы обеспечить этот регион устойчивой энергетикой и обеспечить начало разработки крупнейших месторождений золота и олова. В работе форума личное участие примут ключевые эксперты: президент Российской академии наук Александр Сергеев, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, губернаторы, первые лица корпорации, ректоры и сотрудники ведущих университетов. В Алекминском районе заканчивает работу республиканская режиссерско-постановочная группа «Эсэ Хаулонхо». В течение 3 дней совместно с Управлением культуры, участниками и организаторами будущих мероприятий были проведены семинары. Долгожданный праздник должен пройти безукоризненно, отметили как гости, так и хозяева. Так организован мастер-класс по круговому танцу для мужчин. Также проверена техническая база для полноценной работы. Идея сценария есть. Чуть позже в район приедут сценарист и режиссер, чтобы воплотить замысел в жизнь. Да, у нас готовность есть, идеи есть. Мы все смотрели именно в историческом музее. У нас все появилось. Да? Мы все будем на режиссерско-постановочной группой, будем все обсуждать после этого выезда в городе Якутске и уже будем составлять сценарий. В целом у нас будет эвенкийская и многонациональная культура. Якутянин Алексей Васильев претендует на победу в самом престижном международном конкурсе фотографов. Он представлен в категории «Проблемы современности» с серией «Сахавуд». Алексей представил 10 работ, рассказывающих о производстве фильмов в Якутии. World Press Photo – один из самых престижных международных конкурсов, ведущий свою историю с 1955 года. Его цель – поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике. На отборе в этом году члены жюри просмотрели более 74 тысяч снимков, сделанных 4 тысячами фотографов со всего мира. Победители конкурса объявят на торжественной церемонии в Амстердаме. Она пройдет в середине апреля, впервые в онлайн-формате. Я увидел, как шаг за шагом создается кинопроизведение, как работают режиссеры, как работает вообще в целом вся команда, вот, с какими трудностями они сталкиваются.
Вот. У тебя с ними договоренность какая-то была, да? Да, я, конечно, со всеми заранее договаривался, просил разрешения присутствовать на съемках, наблюдать, снимать. И никто из режиссеров, за что им большая, огромная благодарность, не отказывал мне. Хотел бы посетить и другие страны, и планирую, буду, скорее всего, и работать и в других точках мира. Еще один якутянин Семен Луканси одержал победу во всероссийском конкурсе профессиональных художников. «О чем твоя Россия?» С ним встретилась Айсана Бурнашова. 2 метра в высоту и 2,5 в ширину. На такой крупной по своим габаритам работе изображен не менее масштабный российский проект «Сила Сибири». На холсте рабочие прокладывают газопровод. Позади километры проложенных труб, впереди большие надежды. Картина рассказывает о человеке труда и, конечно, о развитии всего Дальнего Востока через призму промышленности. Проекты касаются индустриального развития России, поэтому сама трактовка картины, она подразумевалась именно в таком ключе соцреализма. Да? И изображены, конечно, собирательные образы трудяг из разных, конечно, регионов. Это жанровая живопись. Работа выполнена маслом на холсте. Картину Семен Луканси написал в течение года специально для конкурса. Пройдя 3 тура, «Сила Сибири» одержала победу в номинации «Россия. Страна возможностей». Конечно, я очень сильно удивился, потому что я на самом деле особо-то и не рассчитывал, да, но я сделал такую программную работу. Призовой фонд составляет конкурса больше 10 миллионов и по несколько победителей. Поэтому у нас эта работа в дальнейшем будет приобретена фондом галереи старых. В параллель «Силе Сибири» Луканси также работал и над другой картиной «Обряд одевания якутской невесты». Анонс этой работы многие видели в соцсетях. Картина воспевает красоту женской природы и рассказывает о традициях народа Саха. Полгода, 6,5 месяцев работал над этой картиной, уже на холсте. Выдуманные персонажи, это собирательные образы, показан 18 век, в таких традиционных одеждах. В скором времени художник планирует провести персональную выставку в Якутске. Жители республики видели его работы в большом формате лишь в 2012 году. Почти за 10 лет арсенал Луканси пополнился сотнями полотен. Портрет Соруна Омоллона, Февронии Малгиной, картина «Старики» или «Пейзажи», и это только за 2020 год. Работа с обрядом одевания, скорее всего, также войдет в большую экспозицию. Пока же картину ждут завершающие штрихи. И, конечно, в этой картине не хватает еще твоего автографа. Я надеюсь, сейчас в рамках нашего сюжета ты его поставишь. Да, можно поставить. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. К этой минуте это все новости. Оставайтесь с нами.